утро! Доброе утро, друзья! Доброе утро, подписчики! Всем доброго утра! Вот, пока греется буксировщик, хочу вам сказать пару слов, потому что в дальнейшем может камера замерзнуть, потому что сегодня минус 25 градусов. И мы выезжаем на речку, отдохнули вот так нормально. Избушка все-таки часов через 5, наверное, 6 к ночи прогрелась. И несмотря на то, что она почти картонная и в земле, отдохнули нормально. Хочу пожелать хозяину этой избушки счастья, здоровья, долгих лет жизни. От души большое человеческое спасибо, то, что он не вешает замок на избушку. Ну а мы, вот такое вот прекрасное утро, друзья. Ну а мы поехали на рыбалку дальше. Пошел второй день рыбалки. Как настроение, Санек? Роман? Ты спишь еще? Вот такая вот избушечка. Вся уже в земле. Потихоньку вот села в землю. Сейчас днем при свете дня я покажу вам градусник мой. Вот такая вот избушечка на курьих ножичках. Вот такие вот нары. Окна отошли, опять начали замерзать уже. Нормально. Это не под елкой спать. Все, готово? Поехали? Поехали на речку, посмотрим, что у нас там Харю скажет. Клюет, не клюет. Вчера мы все-таки половили. Сейчас приеду на речку, покажу, что мы поймали вчера. Вчера я вам уже по темноте показывал, что мы сотворили. Как мы вылечили поломку нашего толкача. Обрубила болт. Вот. Когда преодолевали завал, там уперся, ну, короче, провалились деревья, обрубила болт, и вот веревками стянули, вышло. Ничего, пока держится, вон, преодолели завал, доехали, все нормально. Так что вот, можете взять на заметку, если ездить по бездорожью, по завалам, то вдруг сломала болт, можете сделать вот так вот. Вы доедете не только до места, а можете еще кататься и кататься. Нормально все. Нет, ну лучше, конечно, сделать, да? Это придется просверлить болтик с обратной резьбой и выкрутить его. Все, поехали. Поехали, до скорой встречи, изба! Вот это Ромкина лунка. Он говорит, в соточку рыба не пролезет. Решил в такой лунке порыбачить. Ну давай, давай, удачи тебе. А Санек уже вот вытащил красавца сегодняшнего. Только что, он еще руки скрыли. Только что счастливый. Опять первый вытащил. Ну правильно, пока я тут камерой, да с бурами, тут лунки бурю, понимаешь ли. Нам. Еще мелкий был, выпустил, да? Да. Один маленький еще был. Клюет? Нет. Это я клюю. Ну давай, на это. Руки у меня клюют. На камеру не будет, 100 пудов.
Камера скоро замерзнет, наверное, потому что лунки затягивает сразу. Морозец сегодня хороший. У меня не затягивает. У тебя не затягивает? Понятно. Ну давай, давай. Ладненько, тоже, наверное, надо порыбачить. Пока экшн-камеру не достаю, потому что там, ну, боюсь, что быстро заряд сядет. Он что-то на морозе хреновенько работает. Очень быстро садится. Включу только, если будет активный клев или интересный момент. Санек, пока не сел аккумулятор. Че, удочку сломал? Да. Вот так вот. Крупный клюнул. Недолгое включение. Короче, там на первом месте сколько? 7, ну штук десяток поймали точно, наверное. Приехали на Емельяму. Емельяма. Короче, здесь рыба бывает всегда. Собирается она почему-то, здесь такая ямка, она любит здесь собираться. Сейчас одену экшн-камеру и попробуем заснять поклевки, если получится. Если нет, то выключусь, потому что мороз крепчает. Вон, лунки парят. Холодина, аккумулятора долго не хватит. Так что оставим на самые интересные кадры или хотя бы на концовочку ролика, чтобы было что снять. Но пока попробуем поснимать. Так. Пока тишина. Подводную камеру вчера кончили на морозе. Что-то она перестала показывать совершенно. Видать, где-то провод оборвало. Монитор показывает синим цветом. Пару раз изображение дернулось и пропало. Видать, где-то обрыв провода. Ну что, друзья, вот и закончилась наша рыбалка двухдневная. Выезд на нашу лесную речку. Я считаю, для января, для 5-6, 2 дня января, вот это вполне приличный улов, так как зимой хариус клюет плохо. Правда, многого не удалось заснять, ввиду мороза сели аккумуляторы на камерах. Вот сейчас питаем с повербанка, остатки заряда уже. Экшн-камера моя новая тоже села там, я, короче, пока разбирался с подзарядками. Ну вот, на последнем месте, последний плес. Вот, клюнул вот такой харюзок. Последний. А так, в течение 2 дней попадали вполне приличные. Вот такие вот харюза. Вон, самый крупный, полкилошный, наверное, точно будет. Вон. Остальные так, по 200-300 грамм где-то, наверное, вон. 26 штук на двоих выдернули мы за 2 дня. Так что рыбалка, я считаю, удалась. Несмотря на то, что некоторые люди закрывают избушки и думают, что мы на эту речку больше не придем, они глубоко ошибаются. Мы рыбачили, рыбачим и всегда будем рыбачить. Замок на избушку они повесить могут, а шлагбаум на речку они никогда не повесят. Так что, друзья, увидимся скоро. Ну как скоро? Но в январе точно мы с Саньком, Рома может не успеет, поедет уже в училище учиться дальше, а с Саньком мы обязательно приедем. И так что постараемся вам показать, как клюет зимний хариус. Ну а пока, до свидания, друзья. Спасибо за внимание и до встречи на реке.